Село Средние Челуки в Ингушетии не самое большое, но не маленькое. Скорее всего, самое обычное для этих мест. Люди заняты работой в городе, а кто-то просто по хозяйству. Старейшине села Махмуду Полонкоеву 90 лет. Бухгалтерские документы я ложу вот сюда. Вот сюда. Вот после этого закрываю вот так. Вот. Потом шью документы. Вот цех мой. Вот так я работаю. Без дела не сидите? Без дела сидеть не могу. Только последние 3 года дедушка Махмуд занимается переплетным делом. До этого всю жизнь работал бухгалтером. Правда, в феврале 1944 года он был назначен заместителем председателя Челукского райисполкома. Этот период жизни дедушки в мельчайших подробностях знают все его внуки и внучки. Генерал сказал, чтобы они не двигались с места, и сказал, что завтра утром вас, чечен и ингушев, вышлют в другие населения. И они не двигались со стула, вот так сидели и не двигались до утра 7 часов. Здание райисполкома тогда, в феврале 1944 года, находилось рядом с мечетью, а в самой мечети находился сельский клуб. Тогда никто не обратил внимания на то, что торжественное собрание, посвященное Дню Красной Армии, почему-то перенесли с 23 на 22 февраля. А потом сразу в этой комнате собрали всех руководителей района. Неожиданно дверь открылась, и в комнату вошел Полковник Дороженко с 2 адъютантами с обоих сторон, с пистолетами зашел. Секретарю райкома Хамадхану Алаудину сказал: разреши место. Он отошел, положил этот читей лист на стол и нам сказал: встаньте. Нас было 18 человек. Мы встали. Снимите головные уборы. Чертер кинули аягров. Мы сняли, значит, головные уборы. Слушайте постановление Совета министров СССР и Совета обороны СССР о переселении всех чеченцев-ингушей с Северного Кавказа в другую республику Советского Союза, независимо от социальной происхождения, от служебных положений. Потом сказал: вы будете находиться здесь до 7 часов утра. Райком окружен 3 кольцами автоматчиков. Если кто-либо поднимет руку против советских воин, вы 18 будете расстреляны здесь в качестве заложников. Вот так мы до 7 часов утра сидели. По какому-то роковому совпадению сейчас в этом здании живут беженцы из Чечни. Здесь, в селе, в любом доме могут буквально по минутам восстановить развитие событий после 7 утра 23 февраля 1944 года. Плач, рев, расстрелы. Если в твоем доме находится гость, сосед или кто, сразу расстреливали. Потому что раньше списки были у них, сколько в каком доме живет. А если лишний оказался, сразу расстрел. Это уму непостижимо, словами не передать. Они, когда это рассказывают, они плачут, родители плакали. Плакали не то, что женщина, мужчина, не то, что корову, скота плачут. Кричали собаки. Это страшный день. забыть этого дня. Выселением людей из своих домов руководил Петров, генерал-лейтенант. Он, видимо, был очень толковый офицер, уж очень тщательно все организовал. А кроме частей НКВД в операции участвовали регулярные подразделения Красной Армии, специально снятые для этой цели с фронта, с передовой. А народу объяснили, что где-то рядом прорвался немецкий десант. Но самое тяжелое и страшное для этих людей было впереди, когда их погрузили в вагоны и повезли. Как скот выслали. Мне это самое тяжелое было, когда мы в товарных вагонах останавливались, никому не разрешали выйти сразу в вагоне. Это было убийство, настоящее убийство. Еще все говорят, что Северный Казахстан принял эшелон из Кавказа весьма прохладно. Как казахи вас встретили? Очень плохо встретились сначала, а после уже 5-6 месяцев прошел, уже были все хорошие. Русские даже исключительно хорошо. А сначала им же говорили: людоеды приезжают, остерегайтесь от них. А в конце концов они сами говорят:
Какие они людоеды, это самый хороший народ. Мертвых так отталкивали, в снег. Где-то половина только на место доехали, и там остальные. Во всем процентов 70 чеченцев в Ингушетии погибли. Я лично сам видел все это. Как говорит один работник НКВД, сказал, что будет с мухами, если из коробки их в 30-градусный мороз выпустить. Вот так он сравнение сделал с нами, когда нас выслали в Казахстан. Это работник НКВД. Он уверял некоторых, что больше они не вернутся на Кавказ. И вы представляете, страшно было. В этой, значит, в Казахстане погибли брат, двое сестер, сестра еще погибла. В общем, у нас осталось 3 из 8 человек. Я говорю, 3 человека из 8 человек осталось живых. Поэтому 23 февраля – особый день в истории народов, и не только Кавказа. Будем вспоминать своих погибших. Они там остались без трубы, без ничего. По всему цвет мы их посеяли там. Их будем вспоминать, всю силу будем ложить на них. Вот это мы будем делать.